каждого человека на каждый стиль хода, допустим, по 3-4 пары есть. Вот. Но конкретно на гонку мы готовим максимум 2 пары на одного человека. В мире профессиональных гонок за инвентарь отвечают сервисмены. В сборной Коми эту самую сложную и ответственную работу тренеры берут на себя. От правильной подготовки лыж во многом зависит результат. Наставники для наших спортсменов, вторые родители, буквально кормить, учить, лечить – все на плечах тренера. Состав спортсменов достаточно сильный – 19 человек. Среди них Станислав Волженцев, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Илья Семиков. И у нас есть очень сильный состав женщин. В прошлом году они стали чемпионками России в эстафетной гонке в составе Наталья Зюзева, Ольга Царева, Ольга Рочева и Юлия Белорукова. Так что мы в этом году надеемся на них, что они повторят свой успех. Юлия Белорукова наверняка вновь отметится в индивидуальном спринте. В Сыктывкаре нашу олимпийскую звездочку ожидают 20 марта. Ситуация с недопуском на Олимпиаду сильнейших игроков не только предоставила шанс молодым спортсменам, благодаря им у России 8 медалей, но и подняла рейтинг других соревнований. Конкуренция будет нешуточной. Здесь уже у нас такие спортсмены, как Сергей Устюгов, Турышев, Белов, они находятся здесь, остались после чемпионата войск Росгвардии. Много уже членов сборной Российской Федерации проводят сборы, именно готовятся на наших дистанциях к чемпионату России. Вслед за молодыми олимпийцами и другие члены юниорской сборной страны строят грандиозные планы, в которых чемпионат России – одна из ступеней. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде я буду выступать. Очень хочется, но время покажет. Буду стараться, готовиться. А пока Аида Бузитова успешно выступает на первенстве России среди юниоров 18-19 лет, который третий день проходит также в Коми, так что все трассы и условия приема протестированы. Это подтверждает и ассистент технического делегата Вячеслав Веденин, сын легендарного олимпийского чемпиона, тоже Вячеслава Веденина. На зимней Олимпиаде в Сочи он был в числе немногих, кто давал олимпийскую клятву судей. А на последней в Пхенчхане он помогал оргкомитету готовить трассы. Трассы все уже здесь имеются в наличии, они все уже имеют международный сертификат, то есть это по ширине, по сумме перепадов высот, они соответствуют всем международным нормам. Тут вопрос скорее в правильности подготовки, чтобы не было, что за час до старта мы их сделали, они вдруг мягкие оказались, или как сейчас сыплет снег, все решаем готовить с ночи или с утра, чтобы спортсмены в первую очередь получали одинаковые условия и могли соревноваться в равных условиях для всех. Впрочем, принимающей чемпионат России стороне для проведения столь серьезного события необходимо учесть множество нюансов. Регламент, судейская коллегия, около сотни волонтеров – уже все утверждено. Установлено современное мультимедийное табло, результаты видеогонок, повторы острых моментов. Теперь зрители смогут наслаждаться соревнованиями в полной мере. Благодаря также спонсорской помощи закуплена практически чудо-машина. Чемпионат России по лыжным гонкам – это 7 соревновательных дней, в которые пройдут все соревновательные виды дисциплин по лыжным гонкам, начиная от спринта до марафона. И именно благодаря таким машинам лыжная трасса будет каждый день идеально подготовленной. Современная итальянская техника. 2 такого класса на стадионе Сметанина есть. Это еще более мощное, с дополнительным оборудованием. Позволяет готовить трассы для любого стиля, а также разные зоны. Стартовую, финишную, смены лыж, передачи эстафеты. Для каждой свои нюансы. Это буквально новое, еще водители наши снегом уплотняющих машин даже берегут, еще не снимают упаковки сидений. Даже видите, дополнительное освещение. Можно готовить трассы и ночью, потому что зачастую надо выходить заранее и в 12 часов ночи, и в 3 часа где-то выезжать, в зависимости от погоды. Среди допущенных к чемпионату 270 спортсменов. Наибольшее представительство будет у команд из Татарстана и Тюменской области. Следить за событиями чемпионата можно будет не только на самом стадионе. Для жителей всей страны будет доступна прямая интернет-трансляция. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.